Прошу. Да, буквально прямо 2 минуты. Сегодня мы видим, как возрождается полиэтничная, большая русская, российская нация, где слово «русский» прилагательное, как русский еврей, русский татарин, русский немец, русский чеченец и так далее. Где православные татары со своей уникальной культурой и языком являются как бы мостиком между православными русскими и татарами и мусульманами. Самим фактом своего существования мы гармонизируем межнациональные и межконфессиональные отношения. Православные татары объединяют свои усилия с татарами и мусульманами против пороков общества и за возрождение Великой России. Являют миру лучший пример дружбы, взаимопонимания, уважения, толерантности и профилактики экстремизма, а также национального радикализма. Православные татары Москвы. Сегодня мы, естественно, сложившаяся община. Также мы вошли в автономию. Это вообще нечто новое. В автономии мы никогда не были представлены как православные татары. Наш руководитель Фарисов Фарид Фарисович, он является также заместителем Равиля Гайнутдина. Нас поддерживает полномочный представитель Республики Татарстан Ахмедшин. В мероприятии мы в Сабантуе готовимся. Он также является заместителем премьер-министра Республики Татарстан. То есть руководство Татарстана очень поддерживает православных татар. Чем мы занимаемся? Мы проводим молебны на церковно-славянском татарском языках уже регулярно многие годы в Москве. Мы развиваем шумаи, это искусство православных татар, это православные молитвы на татарском языке. Мы готовим и планируем готовить к осени круглые столы на тему истории православных татар. Считаем это очень важно, брать конференции, круглые столы. Нам выделяется помещение в Татарском культурном центре. Там у нас будет выставка как раз шамаилей. И сейчас мы готовимся к Сабантую. 17 июля пройдет в парке Коломенская. Приходите, посмотрите, как мы будем представлены. Потому что мы представлены ежегодно, но в этом году наиболее ярко. У нас там блок, причем татар будет выступать, палатка, искусство тоже в Шамаиле будет представлено. Нас, православных татар, по России, примерно где-то по оценкам ряда экспертов до 30%. Мы очень мало представлены, хотя крещено-татарских организаций по России очень много. Крещеные татары компактно проживают в Татарстане, в Башкортостане, в Удмуртии, Оренбургской и Челябинской областях, в других регионах. Мы сегодня налаживаем со всеми контакты, связи, поддерживаем отношения, в общем, развиваемся. Что еще хотела сказать? Что нам необходимо вообще? Чтобы развивался татарский элемент православия. Особенно в местах компактного проживания крещенных татар, там, где у нас есть уже создаются православные татарские общины. Я что имею в виду? Это издавать литературу, хотя бы частично на татарском языке. Там мытьпословы, Библия, Инжил и прочее. Да? Развивать тоже искусство православных татар шамаиль, практику церковных служб проводить, как в Татарстане это делается. То есть, когда приходите в Татарстан, литургии служатся в некоторых храмах на татарском языке. Это очень интересно, шокирующе, это необходимо развивать. Информация о нас на сайте Татарской культурной автономии. У нас там есть раздел «Крещеные татары». Пожалуйста, смотрите, знакомьтесь с нами. Теперь мы представлены, развиваемся, помогайте нам, потому что мы паства Русской Православной Церкви, мы никак не представлены, то есть нам никак поддерживать.